В разных городах страны начала свою работу патриотическая акция «Вахта памяти». В Санкт-Петербурге она состоялась на территории Чесменского воинского кладбища, где покоятся ветераны суворовских, кутузовских и других походов русской армии, а также защитники Великой Отечественной войны. Тему продолжит Айсена Бурнашова. В этот день представители поискового движения предали земле останки 19 солдат, найденных во время раскопок. В Красносельско-Ропшинской операции погибло очень много наших солдат. Там были обнаружены останки одного человека. Нашли личные вещи, и на ложке было написано фамилия, имя. И вот благодаря этому удалось остановить имя солдата. Один из воинов – это лейтенант Дмитрий Шванки, 1909 года рождения, погибший в январе 1945-го. На захоронении присутствовали его родственники. Его также зовут Дмитрий, да. По существу меня в честь него назвали. Мои родители его искали и даже переписывались с однополчанами. К сожалению, не увенчалось успехом. Теперь наш дедушка, прадедушка, прапрадедушка похоронен здесь, в общем-то, недалеко от нашего дома. Внуку были переданы личные вещи бойца, его медаль, значки и та самая ложка, с помощью которой и удалось установить личность солдата. Благодаря работе поисковиков появляется все больше имен героев. В этом году на раскопках в Ленинградской области будут участвовать также и студенты из Якутии. У нас есть договоренность с Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга. Они предоставили информацию о 3 действующих поисковых отрядах. И у нас уже есть один отряд сформирован из якутских студентов, из 10 человек. Также мы набираем ребят не только обучающихся в Санкт-Петербурге, но и непосредственно живущих, работающих и учащихся в Якутии. В период Великой Отечественной войны войска Северо-Западного фронта внесли достойный вклад в достижение общей победы над фашистским врагом. И пусть сейчас уже заросли шрамы окопов и выросли новые поколения, но несмотря ни на что, в истории и в нашей памяти навсегда останется подвиг наших предков. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург.